Селям алейкум, сайглы, телесерджилер. Безумно рада встрече с вами в замечательный выходной день на всеми любимой кухне Софрага Бьюренес. Итальянская кухня редко кого оставляет равнодушным. Одним из ее коронных блюд является паста. Рецепт, который вы узнаете сегодня, позволит вам порадовать семью оригинальным блюдом. О секретах приготовления пасты с креветками в чесночно-сливочном соусе поделится героиня нашей программы. А мне не терпится познакомить вас с очаровательной, обаятельной личностью. В гостях у нас преподаватель вокала, певица Линие Налбантова. Современная крымская эстрада богата талантливыми исполнителями. Каждый год творческие и талантливые личности завоевывают сердца слушателей. Kimsege seni vermem, sarkayalar arasında yol şaşırgan rüzgar olsa. Героиня нашей программы, прекрасная и яркая Линия Налбантова, с детства была уверена, свою жизнь она свяжет с искусством. Окончив музыкальную школу по классу фортепиано, она продолжила свой творческий путь. На данный момент Линия обучает детей вокалу, развивая творческое начало и прививая классический вкус. Нельзя не упомянуть и о выступлениях певицы, ведь ни на одном концерте Линия Налбантова не остается незамеченной. В ответ на песни, пронизанные чувствами, она получает любовь постоянных слушателей. А сегодня на кухне Софрага Бьюренес Линия Налбантова поделится рецептом итальянской кухни невероятной сливочной пасты с креветками. Линия, селям алейкум, доброе утро. Алейкум селям. Как настроение? Отличное. Рада встретить тебя в нашей студии. Взаимно, спасибо за приглашение. Я знаю, что мы сегодня будем готовить пасту с креветками. Да. Правильно? Расскажи, почему именно это блюдо? Ну, вообще, я очень люблю итальянскую кухню. Вот, пицца, паста, это все тесто, это я очень люблю. Почему именно это? Потому что она очень быстро готовится, и я ее часто готовлю дома, когда не хватает времени, быстро прибежала за час, приготовила, и вкусно, и быстро. Какие нам ингредиенты нужны сегодня? Значит, нам нужны спагетти, нам нужны креветки, сливочное масло, лук, чеснок, сливки, петрушка для украшения и розмарин для изюминки. Отлично, хорошо. Ну что ж, тогда я думаю, что мы можем приступать. Да. Что мы будем с тобой делать в первую очередь? В первую очередь надо, наверное, почистить их. Почистить креветки. Да. Креветок у нас немало, к нам их необходимо почистить. Линия, готовишь часто? Да, иногда несколько раз в день. Семья большая или что вынуждает так часто готовить? Ну да, семья большая. Здорово. И что, все время итальянская кухня? Нет. На столе? В основном крымско-татарская, русская, украинская. А сама что любишь больше всего? Италию, да? Да, наверное. Ну, конечно, крымско-татарскую я их очень люблю. Тоже очень даже неплохо. Линия, принято считать, что самая счастливая, наверное, пора в жизни человека – это детство. Согласна? Безусловно, мы все родом из детства, все наши страхи, я думаю, комплексы и навыки, наверное, какие-то зарождаются именно в детстве с помощью родителей. Да, с этим не поспоришь. Как проходило твое детство? Поделись. Так, я росла в 90-е, это было достаточно трудное время, но я этого не заметила. Я ходила в музыкальную школу, я ходила в школу на всевозможные кружки, так что у меня было очень счастливое, активное детство. У меня было хобби такое, я рисовала, участвовала даже в конкурсах по рисованию. Вот. Параллельно ходила в музыкальную школу,
Конечно, не очень любила туда ходить, потому что это очень отнимало времени много. Мне хотелось больше играть на улице, играть там в баскетбол, я не знаю, когда я смотрела с балкона музыкальной школы и думала, ой, как я завидую всем детям, которые там играют. А кем мечтала быть? Честно говоря, у меня никогда даже особого выбора не было. Мне сразу с детства родители прям все, музыка. А почему? Семья музыкальная? Да, у меня отец просто очень любит музыку. Он раньше играл на гитаре, на баяне. А мама пела в ансамбле, и у нее очень хороший голос. И у меня 3 брата, и вот 2 из них тоже музыканты. Ничего себе, слушайте, прям музыкальная династия. Наверняка все семейные праздники, всевозможные посиделки не обходились без песен, правда? Да, это для меня был каждый раз стресс. Почему? Потому что я не любила петь. Вообще как-то мне тяжело всегда выходить на сцену, это всегда стресс. Но говорят, это и хорошо, потому что всегда нужно волноваться. Если ты не волнуешься, значит... Значит, ты не артист. В 7 лет проучилась на фортепиано. Изначально хотела на скрипку, но почему-то все подумали, что это не мое, кроме меня. Линье, ты говоришь о том, что был страх выступлений. Но помнишь ли ты свое первое выступление? Первое, наверное, мне было лет 6-7. Мама устраивала новогодний огонек в Доме культуры. Да. Была очень такая культмассовый сектор всегда. И папа меня выставил, а это была новогодняя ночь, прям на новогоднюю ночь. И я, конечно же, хотела спать. Но папа меня выставил на сцену с песней «Ветер с моря дул». Мне казалось тогда, что меня никто не слушает, я вся обиженная убежала. Позже выступила в 9 лет на фестивале международном. Меня папа тогда очень активно готовил к нему. Пела 2 песни. Одну на казан-татарском языке, другую на крымско-татарском. Это был фестиваль, назывался «Сюмбике. Царица Казанская». Но это уже более серьезный уровень, правда? Да, это был очень международный, было столько участников, очень... Но меня папа настолько активно готовил к этому, я так часто пела, не давала отдохнуть, наверное. И я сорвала связки за 2 недели до конкурса. Это что? Да. Вылечили, спели. Каким было твое выступление? Хорошим, таким, очень был хорошим, да. Молчала 2 недели, и как вышла, как спела. Да. Здорово. Ну что ж, уважаемые телезрители, основной ингредиент нашего блюда — креветки вот уже на столе, мы их почистили. Линье, подсказывай, что мы будем делать с тобой дальше? Надо лук нарезать мелко с чесноком вместе. Расскажи, каким образом мы это делаем? Мелко, просто вот кубиками, наверное. Все, мелкими кубиками, отлично, я все повторяю за тобой. Расскажи, как проходил твой творческий путь после музыкальной школы? После музыкальной школы я заканчивала среднюю школу еще год и даже не думала поступать на музыкальные. Я все уже зареклась, нет, все, я не буду петь. Я подала документы где-то на 5 специализаций. Так. Медицинский, потом на художника. Угу. Академия печати вот раньше была. Единственное, не пошла на экзамен в художественный в Академию печати. Я испугалась там, что надо портрет рисовать. Портреты я не умею рисовать. И вообще посчитала, что у меня недостаточно навыков, чтобы идти в художественный. Хотя можно было, наверное, научиться. И поступила в психолого-педагогический факультет КИПУ на специализацию начальное обучение. Так. Не пожалела ли? Нет, не пожалела. Не забыла я во времена учебы, не забыла зато школьную программу, все помню. Поэтому хорошая была специализация. Так, работать по профессии удалось? В общем, потом, через год, так. Я решила все-таки поступать в музыкальное училище на академическое пение. Это вообще лучшие, наверное, годы моей жизни. Юношеские. Это самое главное. Что теперь мы с тобой делаем? Надо чеснок почистить. Надо почистить чеснок. Окей, сколько нам нужно чеснока? 3 зубчика. 3 зубчика, лично, Да. потому как у нас соус сливочно-чесночный. Линье, раз мы заговорили с тобой о творчестве, я знаю, что ты заняла 1 место. Это был конкурс или отбор, ты сейчас меня поправишь, если я не права, с песней «Кимсеге Сены Бермем». Да. Это был интернет-конкурс. Меня пригласили поучаствовать с этой песней. Кто принимал участие? Каким был сам конкурс? Было очень много участников, около 15. У всех были очень хорошие песни. Очень много было у всех поддержки. Это было такое голосование в течение
2 или 3 недель. Организовывал конкурс «Шеф-Кет» Кишвединов. Очень творческий, талантливый человек. Конкурс был всекрымский. Да. Ага. И также была оценка жюри и была оценка зрителей. Линия, расскажи, кто тебя поддерживал на этом конкурсе? Семья поддерживала и интернет-пользователи. Итак, ты заняла 1 место. А по интернет-голосованию заняла, по-моему, 3 место. Мгм. А уже в оценках жюри я заняла 1, и поэтому в совокупности получилось 1 место. 1 место. Каков же был приз, либо что тебе дал этот конкурс? Приз был то, что моя песня была в ротации «Радио Море» 3 месяца. Мгм. Кстати, вот о песне расскажи. Песня это твоя авторская? Нет, это не моя, это моего брата родного, он композитор. А стихи написала моя Софета, поэтесса крымская. Почти что все готово. Почищены креветки, лук мы порезали, чеснок почистили. Да, у нас стоит предварительно вода на плите, уже греется. Впереди у нас самый интересный процесс, а это значит, что мы переходим к плите. Ну что, Линия, пришло время у нас для соуса. Да. Так, что нам нужно? Масло. Так, масло. Сколько нам примерно? Грамм 20. Я тоже думаю, что грамм 20-30 примерно. Вот оно уже у нас начало плавиться. Давай. Так, Плавненько идет и тает равномерно. так, хорошо. Что нам понадобится после масла? Лук с чесноком. Немножко прожариваем. Продолжим говорить о творчестве. На каких языках поешь песни? На любом языке. Ну и все-таки на практике какие языки? На практике я пела на крымско-татарский, русский, украинский, турецкий, хинди, английский, конечно же. Легко ли идет работа с текстом, если это язык, который ты не У меня знаешь? Вот слуховая хинди, например. память. У меня слуховая память. Мгм. То есть я не учу вот по буквам. Я вот послушала песню и уже начинаю перенимать какую-то даже манеру, может, акцент. Мгм. Там, ну, у меня такой. Здорово. знаете. Ну что у нас Так, тут? все, чеснок мы выдавливаем. Так, получается? Так, лук. Лук сразу кидаем. Буду тебе помогать. Мгм. Так, лучок. Раз. И 2 порция. Мгм. 2. Лука можно меньше, можно больше, это индивидуально. И чеснока точно так. Все, в нашей студии появился запах аппетитный. Помешиваем, чтобы не пригорел. Линия, но также ты преподаешь уроки вокала. Да. Расскажи об этом. Как давно ты этим занимаешься? Где непосредственно ты работаешь? Я работаю в Доме культуры имени Шевченко. Я там руководитель творческого объединения. Работаю также с детьми и со взрослыми. Как много учеников? 8. 8 учеников. 8 учеников? Но, наверное, такое небольшое количество говорит о том, что каждому ты уделяешь Да. максимальное количество Ну да, у меня своего такая внимания. задача стоит. Мне нужно их выводить на городские мероприятия, на сцену подготавливать. Сложно ли преподавать? Ну, сложно, конечно, должно быть терпение. И должно быть, конечно, какая-то отдача от ученика, да, например, когда он действительно хочет этим заниматься. Вот. Это самое главное. Когда я вижу желание, я сама загораюсь, и получается очень хороший результат. Как ты думаешь, любого ли ребенка или же взрослого можно научить петь? Любого можно научить, можно и слух развить, и голос поставить, но будет ли у этого ребенка желание, большое, это самое главное. Потому что некоторых детей там заставляют родители, вот они сами хотят. Вот ко мне один раз ученик приходил, вот он был маленький, он любил очень жуков, и я думаю, в будущем поступит На жуковеда поступит. жуковеда, да, очень Вот, любил да, жуков. и будет заниматься жуками. Да. Так, что у нас здесь? Обжариваем лук медленно, Мгм. так что пока идет процесс. Когда придет время добавлять? Еще немножечко Всё, дожарим, хорошо. потом уже, Значит, потому что креветки не быстрее торопим лука. тебя. приготовятся. Так, смотрим, что у нас здесь. У нас уже тоже водичка скоро закипит, а это значит, что мы будем отправлять спагетти в воду. Все, можем кидать креветки. Добавляем креветки, наш основной ингредиент. Давай вот так аккуратненько. Так, нужны ли какие-нибудь приправы, Линье? Пока нет. Сейчас немножечко обжарим. Потом добавим немножко соли, перец черный и
розмарина. Линье, касаемо твоих учеников, радуют ли они тебя своими результатами? Расскажи мне, где они выступают и где выступаешь непосредственно ты? Конечно, радуют. Я уже 3 года работаю в Доме культуры. Они выступают на городских мероприятиях, выступают очень хорошо, на очень хорошем уровне. Расскажи о своем репертуаре и о тому, чему ты учишь своих учеников. То есть какая у вас направленность? Это больше эстрадный вокал? Какие песни, опять-таки, народные, эстрадные? Так как у меня взрослые ученики, они сами уже знают, что они хотят. Вот. И я стараюсь, конечно, идти навстречу, потому что не очень хочется, чтобы они пели нелюбимую песню. Это всегда очень мучительно. Вот. В основном сейчас эстрада, народная, такое вот. И патриотическая песня. Сейчас она очень актуальна и в моде. На сковородке все выглядит очень даже красиво и аппетитно. Нужно ли что-то добавлять? Так, соль. Буквально щепоточку? Щепоточку, да. Но это по вкусу, это, опять же, индивидуально. Угу. Так, что еще? Перец и розмарина можно. И розмарин. Да. Вот. Прошу, сколько? Немножко. Вот он пахучий такой. Пахнет. Его надо... Потрясающе. Так, дорогие телезрители, водичка у нас уже как раз закипела. Я посолю. Да, ее тоже нужно обязательно посолить. Немножечко вот так вот. Можно Мгм. чуть-чуть. Так. И пришло время добавлять Да. спагетти. Хорошо. Уважаемые телезрители, очень жаль, что вы не чувствуете этот аромат. Неимоверный просто. Хочется уже поскорее попробовать, что у нас получится. Спагетти у нас тоже варятся. Все, теперь можно залить Сливки? Сколько нужно все? Да, лей. Линье, я знаю, что тебе удалось побывать в городке под названием Каппадокия. Да. Расскажи, что это была за поездка, расскажи о своих впечатлениях. У меня был отпуск, и мы на месяц с мужем поехали в Турцию, в городок Алания называется. Угу. Каппадокия – это вообще такой район, состоит из 3 поселков. Это Гюрем, Невшехир и еще какой-то, уже не помню название. Угу. Вот. Мы были в Гюреме, это вот где проходят фестивали воздушных шаров. Они круглогодичные, и зимой, и летом. Но мы как раз попали в сезон, когда их было очень много, и не жарко, и не холодно в мае. Понравилось, что люди, они отдыхают очень много, и местного населения не так уж и много. Вот. Мы увидели только ночью их, когда они вышли, так они не выходят, по-моему, вообще. Мы увидели ночью, из дворика выходили, я так понимаю, с ифтара, выходили бабушки, они были в таких черных одеяниях, укрыты. Угу. Это было очень так атмосферно, они шли по этим узким улочкам, мы шли сзади, как они общались, разговаривали. Они от одного дворика рядом шли к другому. Как-то это все было как будто в древности, мы как будто окунулись вот в эту атмосферу. Вот. Это там очень красиво, там такой ландшафт, там эти чудо. Такое я нигде не видела, и я думаю, в мире такого нет. То есть впечатления остались самые лучшие. Да, стоит побывать. И там не так дорого, там все достаточно бюджетно, и можно выбрать на свой вкус, какой хочешь отдых. Ну, раз уж мы заговорили о поездках, бывала ли ты с гастролями где-нибудь за пределами Крыма? Ну, я была в Москве и в Киеве. Это были конкурсы, либо фестивали? Это были конкурсы, да. Вот. Еще была в Краснодаре тоже на конкурсе. Понравилось? Да, понравилась. Большая сцена, это всегда очень вдохновляет. Да, это точно. Ну, что у нас здесь с тобой получается? Так, уже все Давай готово. Можно уже слить воду. И вермишель опустим в сковородку, в соус наш. Все, то есть у нас будет уже перемешаем. готовая паста. Да. Значит, я иду сливать воду. Здесь у нас уже доготавливается Уже все. Мы готово, уже да. ждем с нетерпением, когда уже все будет готово. Линье, я слила воду Угу, отлично. с наших спагетти. Ну что, то есть мы уже можем добавлять, Да, все правильно? да. Осталось размешать.
Линие, я знаю, что вы совместно с мамой написали песню. Расскажи об этой песне поподробнее. Как проходил процесс написания, что за песня, о чем она? Первая написала музыку я. Мгм. Вот. Мне как-то приснилось, кстати, Мгм. приснилась мелодия, и я решила ее, когда проснулась, на диктофон записать. Я что-то про нее потом забыла, и как-то смотрела свои записи диктофона и наткнулась на это. Я даже не помнила, как вообще, когда я успела это записать. Мгм. Вот. И поняла, что это такой мотив, похож на крымско-татарские, какие-то народные песни. Мгм. Я думаю, почему бы это не использовать? Показала своему брату, он, ну, как бы более опытен. Он сказал, очень неплохо, давай, ну, как бы развивать. Я дала эту мелодию маме, говорю, мам, нужны слова. Вот. А мама как бы всегда писала стихи. Мгм. Правда, на крымско-татарском она не писала, но на русском она писала всегда. Вот. И она мне сочинила текст на тему Родины, на тему любви к родине. Песня вообще называется «Хайт». Это, ну, «Вернись». Мгм. То есть «Вернись на родину», тебя здесь ждут твои горы, леса, поля, в общем, и так далее. Мгм. Вот. Аранжировку делал Амед Ситаров. Вот. Дудук прописывали. Руслан Черчер писал Мгм. дудук. Вот она уже готова. Мы сейчас уже готовим съемки клипа. Поделись Клип? все-таки, каким будет клип, каким ты его видишь? Я вижу с крымскими пейзажами. Я вижу, ну, как бы у нас все для этого есть. Море, горы, поля. У нас есть очень много локаций в Крыму интересных. И я думаю, мы там вот его и снимем. Мгм. Может быть, ты бы исполнила нам кусочек этой песни? Было бы просто очень приятно услышать, потому что рассказала ты о ней, заинтриговала нас. Ну, только, может, один куплет, Давай, да? там? конечно. Kahve filcanı dura karşımda, nece düşünceler geldi benim başıma. Endeden arttı, kuşlar uyandı, dağların tepesinde güneş göründü. Kayıt, Kırım dağları bekle seni kayıt. Kırım çölleri bekle seni, kayıt seni bekle. Hasretli deniz unutmamında bizim evimiz. И потом начинается. Машалла, Линие. Пек Гузель Ерласын. Я думаю, что будет очень очень красивый клип, потому что мелодия действительно она чарует и завораживает. Я уверена, что наши телезрители сидят просто смотрят, я не знаю, с очарованием с таким на тебя и слушают эту песню, и мы очень ждем клип. Итак, дорогие друзья, у нас впереди самый волнительный момент нашего приготовления. Это подача блюда. Линие, я предлагаю тебе его оформить. Линие, вот у нас такая замечательная тарелочка. Прошу, выкладываем порцию нашей пасты. Угу. Отлично. Отлично, красота. У нас есть перец. Немножко сверху. Давай немножечко сверху перца. И петрушка. Украсить, да. Украсить зеленью. Может. Давай петрушечки чуть-чуть. Ты и я. Думаю, что можно вот так вот просто красиво сверху положить. И все, у нас готовая порция. Готово, видите, мало ингредиентов, но зато 2 полноценные порции на обед, на ужин. Ким Сигесин и Бермем, хочется сказать, да, по отношению к этому блюду. Ни с кем не делиться и съесть одному. Но, дорогие друзья, если у вас есть семья или к вам спешат гости, вы можете очень быстро из практически подручных, ну, кроме креветок, ингредиентов, сделать вот такое вот замечательное, ароматное, оригинальное блюдо. Линие, наше с тобой общение подходит к концу. Мы с тобой разговаривали очень много о работе, о творчестве. И все-таки какая ты дома? Ну, дома я спокойная, вроде. Вот, немножко суетливая. Ну, все. Есть ли хобби какое-нибудь? Хобби, да, я иногда рисую, правда, никому не показываю, но рисую. Почему никому не показываешь? Единственное, маме нарисовала, у меня родители из Бухары, и я маме нарисовала пейзаж, бухарский пейзаж, и назвала его как «Сон о Бухаре». Здорово. Мама его повесила, маме очень понравилось, это главное. Линье, ну и что же все-таки для тебя самое главное в жизни?
Я думаю, это семья, я думаю, это творческое развитие, духовное развитие. Никогда не стоять на месте, всегда развиваться. Думаю, это самое главное. Ну и мы тебе, конечно же, желаем развиваться и желаем мира твоей семье. Дорогие телезрители, кусочек Италии может быть всегда рядом с вами, если вы воспользуетесь рецептом нашей гостьи и приготовите вот такую вот замечательную пасту с креветками в чесночно-сливочном соусе. Уверяю, ваша семья и ваши гости будут в восторге от такого ужина. Линия, чок савулнас за то, что была сегодня с нами, за такой замечательный рецепт. Хотела бы ты что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Телезрителям хотела бы пожелать здоровья крепкого, вдохновения, чтобы всегда было время на творчество и на творчество на кухне в том числе, и всегда радовать своих близких вкусными блюдами. Мы тебе тоже желаем всех благ, развития в твоем творчестве и новых вкусных рецептов. Спасибо. Чок сагулнас, что ты была сегодня у нас. Сайлы достлар, всегда верьте в себя и идите вперед к новым победам и к новым вкусным рецептам. В нашей студии была Линия Налбантова. Салах Нинхаланас.